мышлении занят уже давно национальными проблемами. Тем более, что таких проблем уйма, более чем достаточно. К сожалению, и таким путем решить их, как тут рассуждали, невозможно. И все эти вопросы, проблемы нерешимы. Таким образом, абсолютно нерешимы. Они могут быть решимы, если по частям этот вопрос будет разбираться, любой вопрос национальный, и прямо категорично заявлено в соответствующей инстанции, что мы это считаем преступлением, неправильным, теоретически необоснованным, наоборот, политически вредным. То есть вещи называть своими именами. У вас уже, я вот послушал, мне, конечно, все это известно, я знаю. Я слишком много уже пожил на этом свете, поэтому меня удивить трудно национальными проблемами. Но слушал вот внимательно, тем не менее, потому что каждый говорил от всего своего сердца о том, что национальный вопрос в России не решен, хотя он, конечно, ими считается давно решенным, он не решен. Такое впечатление создается, что к нему, как к вопросу, который надо решать, и не подходили еще по-настоящему, не подошли. Поэтому извините меня, если я о том, чем хотел вас удивить, не буду говорить. Потому что это все слишком мизер по сравнению с теми проблемами, которые мы поднимали в своих выступлениях. Можно так? Можно. Поэтому я не буду говорить, о чем я хотел. Я хотел обратить внимание ваше на теорию, разработанную Кропоткиным. Вы знаете, вот вы перед входом на Красную площадь висит ленинская, перечень великих мыслителей. Там числится Кропоткин. Я думал, в чем дело, за что его так Ленин полюбил, что о нем называет как о великом мыслителе. Тем более, что весь марксизм, ленинизм смеялся над его теорией доброго анархического государства. Он автор этой теории доброй анархии. И пришел к выводу, что он дал формулу всеобщего принципа всеобщей взаимопомощи. Вот он сказал, таким образом сформулировал, что маленькая птичка, которая чуть, может быть, больше мухи своим размером, она, объединяясь со своими подругами, решает, изгоняет со своей территории любого хищника, хотя бы и орла. Это вот птичка, которая размером своим не выше мухи. Взаимопомощь. Вот, между прочим, о чем я хотел говорить. И если бы татары поняли это положение,
рассеянные по всему миру татары, если бы они сумели объединиться для того, чтобы решать свои проблемы, а им другого ведь никто ничего не предлагает. И никогда ни один татарский вопрос не будет решен как надо, если татары не найдут способ объединиться, не найдут способ разбогатеть, не найдут способ быть татарином среднего класса. Вот пока он не достигнет этого, не на что надеяться. А между прочим, ведь во всем мире татары. И они не маленькими группами, а очень приличными группами занимают очень большие территории. И если бы они могли объединиться хотя бы с татарами Татарстана, если бы кто-нибудь проявил такую инициативу и объединил, в России ведь тоже 20 миллионов примерно, я думаю, татар. Не меньше, наверное. А из них 2 миллиона в Татарстане. Поэтому, если бы удалось объединиться только самим татарам, я не говорю, что проблема объединения татар с русскими и другими народами стоит тоже остро. Я не об этом говорю. Я говорю, хотя бы объединиться с родным языком. Вот по-татарски, чтобы можно было собраться вот здесь, вот, сесть, человек 20, 30, или сколько, кто хочет. И все говорили бы на татарском языке. Предлагали бы решение проблем. Вот если бы мы дожили до этого уровня, то был бы какой-то результат. Мы, значит, все собрались на вечер памяти. Вот, чтобы было правильное понимание, сегодня у нас не 40 дней, не годовщина, сегодня у нас промежуточная дата такая. Она у нас организована с целью, потому что здесь многие знакомые, значит, они не знают друг друга, да? Вот, еще ребята подойдут, которые будут организовывать 40 дней, поэтому, чтобы им было удобнее уже вам с всеми познакомиться и общаться, значит, поэтому мы пригласили здесь, значит, друзей с разных периодов времени, вот, например, вот, вас всех это вот. Сегодня у нас эта встреча сегодняшняя, дело в том, что она была запланирована. Мы хотели пригласить, значит, и должна была быть встреча с Советом молодежи, значит, по языкам. Но, к сожалению, вот как раз на ноябрь месяц эта встреча запланирована и в плане была у нас. Эта встреча у нас не состоялась, сами понимаете, по причине вот. И поэтому мы решили, значит, собраться, встретиться, с друг другом пообщаться, значит, вспомнить жизнь, проанализировать. Вот, например, насколько мое личное мнение скажу, что, наверное, до конца личность не изучена, не проанализирована, поэтому вот как-то нам какое-то выработать наследие, какой-то выработать, значит, список вот этих продолжителей, значит, идей. Вот, поэтому мы здесь собрались вот с такой целью. Мы пригласили также вот друзей того периода, следующего периода и, значит, пригласили татарскую общественность, несколько человек, пригласили татарские автономии вот, и пригласили вот Совет молодежи у нас несколько человек, которые планировали как раз вот эту встречу, которая должна была состояться. Вот. И, значит, ну что, примите наше соболезнование, во-первых, да, такой грустный, значит, повод. И вот у нас сегодня такая задача. Я сейчас предлагаю, у нас встреча в той или иной степени вот, по инициативе Йылдус-абая. Ему спасибо, как-то он, давайте вот встретимся. Я еще сомневался, думаю, может быть, не 40 дней, муфти позвать, как быть здесь, что-то. И вот мы решили, раз встреча запланирована, ее провести. Вот. Рустам Фаизович bizga mında Şakra Tatarның Мәскәүдә яшәүче
Шедарин Мунда Иска Алучи. Поскольку речь идет, будем вести на русском языке, я бы хотел, что здесь все знают, кто такой Бурханов. Ардас Хусейнович Бурханов, старейшина татарской общины Москвы. На 99-м году, 8 ноября, он покинул Сибирь. Прожить 100 лет почти – это мудрость. Поэтому о его биографии много, десятки монографий, книг он оставил. Я бы хотел один эпизод, прежде чем говорить о нем. Он прожил, можно сказать, в 3 точках. В Центральной Азии, в Казани и последние 45 лет с 1973 года в Москве. И жизнь его была интересная, 60 лет педагогической деятельности. Мы отмечали его 90-летие в РГГУ, Российском государственном гуманитарном университете. Отмечали его 95-летие. Он просил меня вести это событие в Татарском культурном центре. И последний раз он просил презентовать свою будущую книгу. Рукопись будущей книги тоже в Татарском центре год с лишним тому назад. И мне приходилось, я не был в составе ближайших его друзей, но во всяком случае приходилось с ним общаться часто. Я приглашал на презентацию своих книг, он приглашал на презентацию собственных книг. И один случай, он умел интересно жить, и он умел воспользоваться каждым событием, каждым случаем. Вы знаете, 10 лет тому назад он ко мне обратился, прислал по электронной почте: вот я собираюсь выпустить на английском языке свою книгу «Россия. Миссия». Он дал перевести, попросил посмотреть и сразу сказал: пожалуйста, напиши предисловие. Я говорю: в течение какого периода? 3 дня. Потом мне надо его выпустить, издать, а потом поехать на конференцию, международную конференцию философов в столицу Южной Кореи. Вот я быстренько сделал, хотел даже прочитать здесь, я думаю, нет необходимости, сделал предисловие, называется «Профессор Ардас Бурханов's World, Rethinking of the International Social Philosophy». И он его воспринял. Я, конечно, не буду ваше внимание, чтобы рассказать об этом предисловии. Он даже это предисловие отдал, включил в свою последнюю книгу, которую издал 8 лет назад. И в 2 словах: юрист по образованию, экономист по мышлению, философ по духу, доктор исторических наук Ардас Бурханов избрал главным событием своих научных исследований политическую социологию, находящуюся на стыке нескольких уязвимых дисциплин, которая в недавнем прошлом России была сильно деформирована коммунистическими постулатами обществознания. Основной вывод его философских размышлений: нигде в сегодняшнем мире нет социальной справедливости. Можно говорить лишь о каких-то вариациях действия этой важнейшей категории философии, ставшей камнем преткновения с момента возникновения самой философской науки. Дальше я попытался, он был, кстати, и кандидатом философских наук. Дальше я написал вот такую фразу: философия, как целостная наука осмысления и развития природы человеческой жизни на стыке тысячелетий, переживает системный кризис. Она по существу оказалась неспособной обобщить суть происшедших в 20 веке кардинальных, динамичных
изменения в ведущих отраслях современной науки, от квантовой физики ядерных частиц до ошеломляющих открытий последнего десятилетия темной энергии, темного вещества, составляющих почти 94% массы Вселенной, оставляя вездесущим давно известным нам атомам лишь ничтожную долю 6%. И неудивительно, что многие предыдущие постулаты, закрепленные веками философских размышлений, автоматически отпали, как отжившие ткани живого организма. Все это, безусловно, требует от лучших умов научного сообщества переосмысления фундаментальных основ современной философии, чтобы она не оказалась на обочине мировой науки. Я говорю, Ардаш Хусайнович, вы можете этот абзац как философ пропустить или изменить, что-то поправить. Он оставил, ничего не изменил, полностью мою фразу оставил. Своеобразную попытку переосмысления социально-экономическом устройстве современного мира путем анализа векового опыта российских реалий сделал попытку профессор Ардаш Бурханов. Разработанная им за последние 20 лет концепция единой общесоциологической кооперации на основе создания равноправного сообщества кооперативов производителей СКП на первый взгляд выглядит весьма разумным и привлекательным теоретическим постулатом. В основе его концепции лежит принцип рассредоточения собственности в народе, обеспечения равноправного участия всех граждан-собственников на всех уровнях, на всех этапах распределения национального богатства той или иной страны. Он даже вычислил в строго математических выражениях некую оптимальную формулу народного производства. Все это должно способствовать созданию собственнической экономики на государственном, региональном и на глобальном уровне. Другой вопрос, там же я пишу, как все это осуществить на практике, чтобы выдвинутая ученым идея не оставалась очередной идеалистической утопией, как это так часто случилось в мировой истории последних веков. Наиболее убедительный пример – крах всесторонне разработанной теории и практики коммунизма после его полуторавекового триумфа. Не без интересно отметить, что профессор Ардаш Бурханов, издавший на склоне лет около десятка научно-популярных книг, сам является свидетелем и участником основных событий катаклизмов, разыгравшихся в истекшем столетии на огромных просторах СССР и России, на одной шестой части нашей планеты. Поэтому вполне естественным кажется, когда в общий поток анализа глобальных событий неожиданно подключаются эпизоды личных воспоминаний автора. Этот опыт самопознания через гущу теоретических рассуждений, порой весьма запутанных и противоречивых, придает даже определенную теплоту повествованию, особенно когда читатель с трудом преодолевает весьма длинные абзацы монографии, протянутые на целые страницы, когда очень нелегко читать его труды, потому что в одной странице иногда не полностью один абзац или два абзаца. Трудно, так сказать, начинать и закончить абзац. Еще один существенный момент. Для углубленного восприятия сути основных трудов Бурганова по современной политике, социологии, собственности требуется определенный базисный уровень познания истории и нынешней ситуации в России. В них излагается анализ причин краха коммунизма, советского строя как бы изнутри. Автор в течение долгих лет был преподавателем марксизма-ленинизма в учебных заведениях и партийным работникам регионального уровня. Вот в этом сущность. Символично и название сборника его трудов. Кто виноват, что делать, кому делать. Здесь аккумулируется извечный вопрос российских реалий последних 2 веков. На них пытались дать ответы такие гениальные умы, как Чернышевский, Владимир Ильич Ленин. Они развивали идеи революционного преобразования России. Совсем недавно, 10 лет тому назад, фундаментальная монография на эту тему, как обустроить экономику и власть России,
опубликовал один из руководителей Российской академии наук, академик Роберт Нигматуллин, главный тезис которого – достижение сбалансированной экономики с платежеспособным населением. Доктор Бурганов беспощаден в своей критике большевизма и коммунистической идеологии. Выступает даже за ее официальный запрет через систему Организации Объединенных Наций или Международного суда, полагая, что марксизм противоречит научным канонам историзма, является фундаментом увековечивания бюрократического государства. Более того, он по некоторым оценкам считает, что нынешний коммунистический режим, посткоммунистический режим в России по существу является продолжением той же бюрократической системы, в оболочке управляемой демократии в рамках господства псевдокапиталистической олигархии. Весьма любопытно и то, что кумирами профессора Бурганова являются Владимир Ленин, Уинстон Черчилль и Папа Римский Иоанн Павел II. Несомненно, выдающиеся личности истекшего столетия, но фигура во многом диаметрально противоположная по своим взглядам на мироздание, на развитие общественных и государственных отношений, на принципы морали и нравственности. Автор книги «Россия. Миссия» убежден, что теоретиком, зачинателем строительства народного капитализма в России был Ленин. Поэтому он призывает обратиться к изучению позднего наследия основателя советского государства. Прежде всего, его последних статей о кооперации. Опыт предсмертного периода его деятельности беспредельно актуален, если бы мы следовали этим в одном из лучших государств в мире, утверждает Агдас Бурханов. Что касается роли Черчилля в грозные годы Второй мировой войны и после него, то автор восхищается его интеллектом по защите Англии от гитлерского нападения, умением найти военных союзников в лице США и СССР, а также тем, что после окончания войны он объявил холодную войну против сталинского тоталитаризма. Тут я как раз в этой статье предисловии говорил, что я позволю сделать небольшое лирическое отступление. Лучшая память Запада о Черчилле ассоциируется в моем сознании с необычным музеем в центре Лондона, около нового здания казначейства на берегу Темзы. Я посетил этот бункер, называют. Поражен был, что как жил и четко руководил своим правительством в подземном бункере Черчилль. Все это воссоздано в первоначальном виде, с подключением новейших информационных средств при содействии 13 благотворительных фондов, главным образом американских. Надо сказать, британцы умеют увековечить своих великих людей. Например, если вы были в Эдинбурге, наверное, видели памятник Вальтеру Скотту. Как все хорошо сделано. Вальтер Скотт, его скульптура находится почти под фигурой типа Эйфелевой башни. Социальная справедливость, за господство которой в отдельном государстве развития региона даже глобального масштаба ратует профессор Бурганов, категория, безусловно, многомерная и многоплановая. Она затрагивает все сферы человеческого бытия социума. Материальные, духовные, правовые и нравственные. Такой политический тренд, демократический капитализм на стыке веков заметно прослеживается в некоторых более развитых странах европейского сообщества, прежде всего в скандинавских, Норвегии, Швеции, Финляндии. Там практически уже доминирует социально ориентированная рыночная экономика. Классовая социальная структура в целом выглядит весьма уравновешенной и менее контрастной, чем, например, США или Италия. В заключение я в этом же предисловии говорил, что в заключение несколько слов о стиле языка ученого и манере подачи материала, довольно сложного, иногда весьма запутанного, лирическими отступлениями и перескоками из одной темы в другую. Стиль и жанр – нечто среднее между академическим и художественным, с изобилием народных поговорок, бытовых анекдотов, кстати, трудно переводимых на другие языки. Если к этому добавить изобилие малоизвестных и совершенно незнакомых для иностранных читателей имен,
то невольно возникает мысль о том, как все это будет звучать на английском, главном международном языке, или, допустим, на татарском, на родном языке по-русски мыслящего автора. Вот как мне представляется сам процесс сочинительства. Сидит человек преклонного возраста, убеленный сединой за компьютером, и стучит по клавишам. Время от времени заглядывает на свои и чужие книги, что-то оттуда берет и шлифует. Вдруг мысль перескакивает на другую тему, а тут же хлынули воспоминания своей жизни, сочные эпизоды, пропущенные через поток сознания, напрашиваются в текст книги, хотя они не всегда туда удачно вклиниваются. Затем она вновь возвращается к основной теме и рассматривает иные аспекты красной линии, социальной справедливости, и опять воспоминания и так далее. В общем, получается нечто смешанное. Научный трактат плюс собственный опыт жизни. На языке оригинала все это воспринимается неплохо, ведь кое-что можно безболезненно пропустить, а интересные моменты, требующие освоения, полезно снова перечитать. В этом и определенная прелесть данного сочинения. Жаль, что там совсем нет элемента поэзии, способной оживить непростой для восприятия научно-популярный очерк, наполненный метафорами, бытовыми поговорками, практически трудно переводимыми на другие языки. Я прошу извинить, я у вас отнял 10 минут времени. Почитал предисловие, которое написал по просьбе Бурганова. Он взял и включил это предисловие и взял 20 книг и поехал под 90 лет в столицу Южной Кореи на Международный конгресс философов. Я ему говорил: Ардас Хусаинович, как же ты там будешь презентовать свою книгу? 20 книг он взял. Может, дадут мне переводчика. Вернулся очень разочарованный. Я, говорит, раздал все свои книги. Я выяснял через переводчика, читали ли они или нет, но хорошо, что читали твое предисловие. Это, говорит, этим я понял, что дальше они не стали. Он был разочарован. Вообще, Ардас Хусаинович был настырный и настойчивый. Он писал письма и руководителям, в том числе тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, о проблемах. Писал и Шеймееву, что он сделал, что не сделал. Он писал различные инстанции, в том числе он обращался с письмом патриарху Кириллу написал, и он там призывал, что сейчас монастыри освобождаются, у вас создаются новые монастыри, вы должны взять на воспитание нищих, безработных и пьяниц, чтобы там воспитать нужных православных людей. Он там пишет, что я по своим верованиям атеист, все это прочее. Но он опубликовал все свои обращения, но ответов, судя по всему, нет. Но он не огорчался. Он сказал: я не один единственный, когда не принимает пока при моей жизни. А принимали Толстого, Льва Толстого в свое время? Вряд ли. Принимали того-то, выдающихся среди? Тоже не принимали. Я надеюсь, что моя концепция будет жить. Я доволен, что удовлетворил его просьбу. Причем он поставил за 3 дня: давай напиши предисловие. Он говорит: это ничего, не надо идти, все это прочее. Я вот об этом вспоминаю. Ардас Хусаинович Бурганов, человек, проживший почти на 99-м году, 8 ноября ушел, проживший человек почти 100 лет, это тоже надо иметь мудрость, житейскую мудрость. И он в этом даже плане нам показал. Я думаю, первая моя встреча с Ардасом Хусаиновичем была ровно 60 лет тому назад. 1958 год. Я студент 2-го курса Казанского авиационного института. Мы должны были сдавать зачет по философии. Я пришел сдавать, а там 2 доцента сидят. Я не знал, что там один из них Бурганов. Совсем не знал. Им обоим было лет по 35-40.
И когда мне перед тем, как сесть отвечать на билет по философии, мне сказали, не иди к Бурганову. И я действительно попал к другому доценту. Два доцента сидели и принимали зачет по философии. Мне достался билет, в котором я ничего не мог бы сказать. Ну, философия, вы понимаете, это слишком серьезная наука. Тогда я сел к этому доценту, видимо, они были друзья с Бургановым, и я говорю, дорогой доцент, решите, я вам анекдот расскажу. А тот квадратные глаза на меня сделал, пришел сдавать зачет по философии, а вдруг анекдот хочет рассказать. Он подумал, говорит, ну давай, расскажи. Ну мне же по самому тексту-то сказать нечего было. И я тогда говорю, в один колхоз зимой приехал лектор «Знание сила», чтобы прочитать лекцию по философии. Тот сразу ко мне обратился доцент и говорит, дальше. Вышел, говорит, из поезда Пурка, стоит одна повозка, там кучер уже снегом занесенный. Он подошел, говорит, кучер, вы, говорит, за мной приехали? Да, говорит, если вы философ. Сел этот, значит, философ в эту телегу, они едут, а там 15 верст. Он, конечно, его тулупом закрыл, ноги. И тогда, говорит, не выдержал кучер и думает, надо что-то сказать, философ ведь приехал. И говорит, товарищ философ, скажите, а что такое философия? А тот говорит, уже замерз, думает, как бы отвязаться от этого кучера, и говорит, мой друг, философия — это эмпириокритицизм монизма, сочетающий в себе инфагоровые феномены с анаксионовыми итменами. Кучер чуть не упал с облучка. Но тоже надо же ответить. И он тогда говорит, товарищ философ, то, что вы сказали, это или ни к черту не годится, или я ничего не понимаю. И так они молча доехали до этого колхоза. Тогда вот этот доцент мне говорит, давай зачетку. И поставил мне зачет по философии. И вот я вспоминаю почему, потому что там действительно был второй доцент, это был Бурганов Агдас Хусаинович. Вторая встреча с Агдасом Хусаиновичем у меня произошла на его 95-летие в Татарском культурном центре. Наверное, есть здесь люди, которые там присутствовали. Кстати, вот здесь фотография есть. Когда он рассказывал о жизни, рассказывал о том, что он хочет добиться и так далее. И выступающие все стали подчеркивать, что он великий татарин, что он всесоюзного, всероссийского масштаба, а он качал головой. Он считал, что он выше. Тогда я ему прочитал 4 строчки. Такие строчки. Я переделал просто свое стихотворение для него. Вы судьбе благодарны, вам и горе не горе. Вы великий татарин во вселенском масштабе. Нет, во вселенском просторе. И вот он, это ему понравилось, и он меня тогда обнял и поцеловал. Спасибо за внимание. Слово передается второму капитану первого ранга. Кому представляете народ знал героя? Пусть он сам представится. İslam'ın olanlar Татарча пошли. Вы все продолжайте. Дорогие друзья, перед вами человек, который долго-долго работал с Агдасом Хусаиновичем. Значит, после службы я работал уже в то время начальником вычислительного центра Генерального штаба. Значит, уволился и чем заняться. Я сама доктор наук, физмат наук,
поэтому специальности у нас были разные. Мне казалось, что вы говорите много про науку. Про науку я слышала, но какие-то вещи, может быть, я и не понимала. Я хотела бы сказать совсем про другое. Помимо того, что у него было много дел и работы, у него было много детей. И с этими детьми он всегда старался, ну, насколько это было возможно, стараться с ними иметь. У него одна дочка есть в Хабаровске, Лариса у него в Казани. Есть зятья, есть у него внуки, есть у него правнуки. И есть у него из всех этих детей есть только один человек, который имеет его фамилию. Это Бурганов Тимур Агдасович. И у него уже есть тоже дети. И поэтому его фамилия будет продолжаться еще долго и долго. Потому что когда дети это хорошо, но это дети. А когда есть настоящий сын, который будет продолжать его фамилию, будет продолжать его дело, мне кажется, это самое главное. Именно это я хотела сказать. То, что касается науки, я думаю, здесь все говорят, и все говорят правильно. И я лучше в это дело вмешиваться не буду, потому что я занимаюсь совсем другой специальностью. Согласно Бурганом, я был однажды знаком, эта встреча была такая мимолетная, я у него брал отзыв на некую одну статью. Но что бы я хотел, когда я прочитал его труды, на самом деле это был философ с большим таким прагматическим взглядом на нашу жизнь. Вот он в своих брошюрках писал, даже зачитать вам сейчас коротко, буквально. То, что сейчас творится у нас в России, он говорил еще 10 лет назад. Человечество устало, планета бунтует, призрак бродит, призрак катастрофы. И это в первую очередь касается России. И вы сегодня знаете, что у нас творится в России. Я думаю, прекрасно вот эти слова, можно сказать, 10 лет назад он говорил об этом. Еще он говорил, вот очень тоже интересная заметка, менять государство автократически на демократический путь, это, вернее, поменялось государство на авторитарный режим, ну, своими словами скажем, на авторитарный режим, прикрываясь демократией. И конкретно даже черным шрифтом, путинско-медведевский режим испытывать будет проблемы в ближайшие 10-15 лет. Сегодня мы это тоже видим. Честно говоря, вот эту философию, которую нам надо было бы вовремя услышать, да. И, конечно, нам молодым принимать на вооружение. Я что предлагаю? Вообще вот тут много, наверное, есть людей, которые были бы не против. Вообще организовать какой-нибудь круглый стол по его работам и какую-то концепцию выработать. На самом деле для наших молодых ребят, для не только татарные, но и кто живет, наверное, сейчас в цивилизованном нашем мире, были бы его учения очень полезные. На самом деле был очень-очень прагматичный человек. За это ему огромное спасибо. К одной автобиографической книге «Черная весна» приводит такие слова: «Жить с иллюзиями или в стороне от всяких иллюзий». В этом сущность нашего существования. Жить с иллюзиями или на той стороне всяких иллюзий. Ему это понравилось. Почему ты мне это раньше не сказал? Я бы целый трактат на эту тему написал. Мне кажется, действительно, Агдас Хусаинович жил с одной стороны с иллюзиями, но с другой стороны без всяких иллюзий. Так надо умудриться тоже жить. Пожалуйста, еще кто-то какие-то мысли хочет. Будьте добры. Пожалуйста, подойдите. Пожалуйста. В двух словах представьтесь. Ассаламу алейкум. Сенермесис, Абулар, Куланар, Иттешлер. Добрый вечер, уважаемые гости этого вечера. Когда с собой я не был знаком, но я очень горд, что являюсь частичкой этого народа, в котором были такие, как Агдасабы. Мы должны гордиться. Из-за того, что, вот, скажем так, в нашем народе были такие тяжелые времена, и очень мало таких
таких легендарных людей, как Агдас Сабый, могли выйти на этот уровень, которым сейчас гордится не только народ Татарстана, но и вся Россия. Исходя из этого, я хочу сказать, что вот, как мы говорим, редко, почему редкость она ценится? Потому что редкие это бывает не так. Когда много, они не очень ценятся. Редкость из-за чего? Алмазы. Алмазы из-за того, что они трудно добываются, из-за этого они редкие. Вот и наши ученые. Особенно хочу огромное спасибо сказать ее супруге Алисе Федоровне. Потому что супруга это очень много значит. Это, скажем так, тыл. Если есть крепкий тыл, человек идет вперед. Значит, он за собой чувствовал этот тыл. Он на него всегда опирался. Огромное вам спасибо, Алиса Федоровна, что вы как бы были опорой его. Потому что, да, как бы, скажем, для нас очень приятно. Но мне, скажем так, что обидно только, что вот у нас уходят такие легендарные личности. И у нас разрыв между поколениями. Когда при жизни мы не так ценим, скажем, наш народ, очень мало, как бы, да, вот таких встреч разных с молодежью, чтобы нам интересно узнавать. И вот сейчас очень сидят много уже людей преклонного возраста, уважаемые. И опять же, мы когда теряем, потом только начинаем вспоминания. Мне хотелось бы более чаще встречать наших как бы разных представителей Татарстана, наших автономий, как бы проявлять инициативу. Вот именно это опыт, потому что когда разрыв поколений, нам приходится потом заново придумать эти велосипеды, как говорят. Мы не обменимся, когда мы не воспринимаем этот опыт у людей, которые нам бы легче намного больше добиваться нашей молодежи, которые намного бы они быстрее добивались, скажем, тех высот, на которые уходит у человека 95 лет, он 95 лет прожил, у него такой клондайк знаний, и мы не воспользовались этим знанием. Очень мало, скажем, наших представителей нашего народа, которые знакомы с его трудами. Очень мало. Вот это плохо. Я говорю, исходя из этого опыта, мне хотелось бы, вот, уважаемые Абиларманда, нам почаще, вот они очень, да, как много были, у них большой талант. Хоть этим воспользоваться, чтобы немножко этот пример нам дал толчок, чтобы наших уважаемых взрослых людей побольше встречаться, обмениваться, услышать их. И молодежи это воспринять. Я очень горд, что являюсь частичкой того народа, вот которым жил, как Агдас Сабый. Вот таких вот. Я очень спасибо организаторам вечера, что так красиво, правильно преподнесли, и всем гостям, которые присутствием своим, как бы, да, проявили, да, память его. Урнаджи Махта болсын. Аминь. Ассаламу алейкум. Спасибо. Вообще, Агдас Хусаинович последние 5, 6, 7 лет его сопровождала кинза, да, медсестра, и были проблемы с ногами. Он мне говорит, вот ноги немного, 7-8 лет, ноги немного меня подводят, но голова работает, как всегда, по-прежнему я по 2-3 часа сижу за компьютером, что-то пишу. В этом была его мудрость, его умение продвинуть свою жизнь. Еще кто-то хочет, пожалуйста, подойдите. Пожалуйста, девушка, молодая, от имени молодежи, будьте добры, представьтесь, потому. Спасибо за предоставленное слово. Меня зовут Лилия Сафина, я журналист и поэтесса. Я пришла сюда действительно, чтобы почтить память Агдаса Хусаиновича, хотя при жизни нам, к сожалению, не довелось познакомиться. Но я посмотрела его выступление, которое здесь происходило, прослушала, и меня поразила глубина этой личности, его масштаб. Меня поразили его слова, под которыми я подписываюсь, где он говорил, чтобы сохранить народ, нужна прежде всего взаимовыручка и взаимоподдержка, которым татарскому народу подчас не хватает. Нужно этому еще учиться. Да, он даже приводил пример, как маленькие птички, вроде ласточек, смогли прогнать напавшего на них орла. То есть все возможно, если объединиться, и никакой враг, даже самый злобный, крупный и страшный, может быть не страшен. И так как он был все-таки философом, а в моем творчестве
также много философских стихотворений. Я бы хотела прочесть одно стихотворение, которое называется «Бужу». Его память. Я бужу себя, что есть силы. Пробуждение вновь спасена. Пробудившихся сила России, неразбуженных рабства сна. Я бужу и тебя во спасение, будить буду с утра до темна. Не дождусь, пока солнце затмения опечатает вечность сна. Разбужу до дождей, до потопа, лейся песни стихов волна. Все надеюсь, что где-то кто-то вдруг очнется в оковах сна. Разбужу до землетрясения, мне сирена недаром дана. Взвейтесь вихрями стихотворения, прорывайте неволе сна. Разбудить до самозабвения, до будильного звона конца, до последней цепочки звенья. Размыкайтесь же ото сна. Всех будить, разбудить жалея. Первый друг у людей — тишина. Я бужу как могу, как смею, всем разбуженным царство сна. Мы собрались по знаменательному поводу, мы почтили память Атаса Абаканова, ученого, гуманитария. Я, к сожалению, не столь близко был знаком, но я так думаю, и многие из вас тоже не так хорошо его знали, но тем не менее это имя, это человек, который много сделал, много воспитывал своих учеников, сохранил светлый ум до самой старости. Это говорит о том, что это был человек счастливый, потому что не всем дается дожить до преклонных лет, до очень преклонных лет, и сохранить ясность ума, трезвость суждений и интерес к работе. А интерес к работе для мужчины — это интерес к жизни. Что бы я еще хотел сказать? Мне очень приятно вот то, что вот в штабе, в татарском штабе, постоянно проводятся такие вечера памяти. Ну, иногда они проводятся в ритуальном плане, в таком мусульманском классическом, какие-то 40-й день или еще какой-либо день отмечаем. Иногда они проводятся в светском формате, полностью светском, со всеми, так сказать, будем говорить, сопровождающими факторами. Это очень правильно, поэтому вот я еще раз хотел поблагодарить Рустама Ямалиева, то, что он это такое благое дело делает, нас консолидирует. Ну, чтобы это благое дело не осталось сиюминутным, разовым мероприятием, я предлагаю всем, не только относительно Ильдара Хусайновича, но и относительно других людей, великих людей, как бы начать писать книгу памяти. Ну, я просто вот, когда умер мой отец, тоже был человек очень известный, я пообещал, что, ну, мне кто-то спровоцировал, говорит, давайте напишем книгу. Я говорю, давайте. Но в результате мне пришлось ее писать самому, ну, кто-то там еще что-то написал. Поэтому вот у нас все-таки есть люди пишущие, есть много писателей, люди, которые владеют словом, поэты. Они должны что-то написать, ну, в меру своих возможностей, в меру своих познаний, потому что ну, мы посидели, поговорили, наверное, потом забыли об этом. А этого забывать нельзя, потому что вот вы видите, что творится в современном обществе. У нас, у молодого поколения, оно становится потерянным. Нет предыстории и нет будущего. Это, в общем-то, как бы конфетка, завернутая в фантик. Порвется фантик, конфетка усохнет, и все пропало. Зачем ты здесь, почему ты здесь на белом свете, возвращаясь к нашим истокам, мы могли бы это дело все-таки сохранить. И поэтому я призываю всех и в память о нашем великом ученом Барханове, ну и других, просто если у вас есть что-то сказать, вы напишите, я думаю, Рустам нас поддержит, и мы можем эту книгу сдать. Не надо ее делать особенно шикарной, такой цветной, пестрящей фотографии, но чтобы это были умные такие, честные слова. И вот я вот тоже занимаюсь подготовкой энциклопедии татар. Ну, я не хотел бы акцентировать в данном случае. Мы здесь должны
говорить не только о татарах, а и о всех других, потому что наука, она вне этнической принадлежности, вне национальности, потому что наука, она принадлежит всему миру. Хотели мы того или нет, потому и наука, она объективна. Поэтому хотел бы, чтобы вы внимательно прислушивались к моему предложению, если вы что-то можете. Вы люди интеллигентные, образованные, уже умудренные опытом, большинство из вас, потому что молодежи у нас немного. Это тоже для них будет хороший пример, по крайней мере, поупражняться в этом творчестве. Спасибо. Спасибо, ребята.